Жители Орохского аильного округа сегодня собрались возле Сокулукской районной администрации с требованием разобраться и принять меры в отношении некого гражданина Саида Умарова, который каким-то образом приобрел земли и продает под индивидуальное строительство жилых домов. Они не могут понять, как он сделал Красную книгу, если земля является спорной. По этому вопросу они ранее обращались в райадминистрацию и районный отдел внутренних дел, но по данному вопросу не было принято никаких мер. Мы бы хотели, чтобы нас услышало наше государство, то есть наш акимят в лице нашего акима, чтобы приняли необходимые меры по данным земельным территориям. Так как данная территория уже была подана в суд в лице местного самоуправления Орохского аильного аймака, мы просим, чтобы было все рассмотрено, все в рамках правового поля, то есть закон, на законных основаниях. По данному спору судебные тяжбы начались еще в 2008 году. За это время дело дошло до Верховного суда. Но уже лет 5 представители Орохского аильного укмета не принимают никакого участия в судебных разбирательствах. Жители за свой счет нанимают адвокатов. В прошлом году сельчане выиграли суд, и по его решению власти должны были аннулировать ранее приобретенную Красную книгу гражданина Саида Умарова. Но в этом году он заново сделал ее. Каким путем, им неизвестно. Сейчас же эти земли разбили на участки по несколько соток и продают. Но в этом деле Саид Умаров не принимает участия. Его интересы представляет некая Нургуль. В межрайонном суде в 2020 году вносят постановление, что частная собственность за Саид Умаровым. Были отмены Верховного суда, что Саид Умаров не имеет права виноград маточный в частную собственность переводить. И в это время Саид Умаров сейчас в данное время продает сельхозназначение под участки. Несколько раз обращались, жители приходили туда. Вот этот Саид Умаров постоянно пишет заявление в РОВД. Тогда пусть народ тоже тогда сельхозназначение все берут и дробят, под участки продают. Во время собрания вокруг районной администрации акима не оказалась на рабочем месте. Позже все-таки пришел, но вначале отказывался говорить на камеру и попросил зайти к нему в кабинет только одного журналиста без камеры. Но после возмущений собравшихся он вышел и заверил, что он на стороне народа. Почему? Потому что эта земля, у нее сейчас на руках есть гусак. Я тоже против того, чтобы эти земли продавались, но у той женщины на руках имеется ответ Центрального кадастрового аппарата о том, что она является собственником. И на этом основании вы имеете полное право подать в суд. Я ей говорил, что эта земля предназначена исключительно для сельхозугодий. Если вы будете там строить дома, то должны провести трансформацию и передать на баланс аил укмөтө. Она хитро делает. Выслушав главу райадминистрации, собравшиеся двинулись в сторону Сокулукского районного ОВД, где вначале не впустили их в здание, ссылаясь на карантинный режим. Позже вышел и сам начальник, который выслушал присутствующих и дал разрешение пройти только 15 людям из числа депутатов и активистов. При этом попросил надеть маски. В здании РУВД начальник предложил обратиться с официальным заявлением, но после того, как узнал, что заявление уже было принято и зарегистрировано в ЕРПП еще 7 сентября этого года, пообещал разобраться в данном споре и оказать содействие. Подводя итоги, давайте сделаем так. Мы в течение 2-3 дней дадим вам ответ, потому что ранее мы отправляли запросы в соответствующие органы. После того, как нам дадут ответ, будет проверка, насколько законно была выдана Красная книга. Позже он дал поручение своему заместителю провести следствие и дать ответ в ближайшее время. Здесь работа очень объемная, но несмотря на это мы приложим максимальное усилие в ускорении процесса. Тем более вы обращались в суд, оказывается. Мы обязательно должны дождаться решения суда, потому что если не сделаем это, работа будет стоять на месте. Стоит отметить, закон о моратории на трансформацию земель в Кыргызстане был принят в 2009 году. Его цель – сохранение и защита земельных участков орошаемой пашни от незаконного распределения и застроек жилыми домами. Азамат Кенжешев, Гульчуро Казымкулов, Нью ТВ.